наконец-то. Ух, вспотел ужасно. Вот это да. Не, сюда я больше, наверное, не полезу. Осенью. Хрен с ним. Этот сезон здесь еще пройду. Здесь не для пешего похода. Места ужасные, блин. Ну да. Такая была хень. Снега слишком много выпало. Немножко штормит вон так. И проясняется. Я думал, дождь будет, а вон смотри как. Ну да я тут только на буране езжу. Мало. Пешком сюда хожу. Вот так ей дела. Ну все, будем дальше идти. Наблюдать верхушки деревьев будем смотреть. Может, вчерашнего глухаря еще встретим. Ух, надо успокоиться, подостыть. Думаю, через пару лет и на буране проезда тут не будет. Он как зарастает. Береза быстро растет. Прорубать тут никто не будет. Но есть еще другой путь, в принципе, запасной. По трассе там, по просекам. Здесь самый ближний и прямее путь. Но через лет 5 все. Тут хана будет. У куницы тоже следа ни одного пока не видели. План впереди идет. А вон он бежит на нас. У него тащило еще много, вон какой чистый. Какой переход был и чистый-то. Смотри, я удивляюсь. Я просто удивлен. Второй поросенок. Молодец, молодец. Иди, вон, короче, вон. Собаки в этом не виноваты, что никого не лаят там. Пока взлетов не было никаких. Следов тоже никаких нету. Вот и молчат. Даже лисы в этом году что-то я не видел еще следа. Ай, блин. Здесь триммером надо прорубить тропинку. Все. Поднимаюсь на горку. С этого гнилого места. Наконец-то все закончилось, все позади. Сейчас подъем будет. Тут уже вековые лесопунктовские вырубки. Вон, смотрите, по-новому уже лес зарастает. Черный или что там? Какая-то птица вдалеке. Не то ворон, не то коршун. А, это коршун. Какой, ну, как сказать, сокол, коршун, но не ворон. Там тоже, я вообще разок туда заходил, все, туда не полезу. Там все уже заросло этими березами. Но тут хорошо идти, вообще класс. Хоть отдохну, блин. А то в таком напряжении все время шел. Сейчас выйду на вырубку, там сильный ветер на улице. И, знаете, вот проясняется, как будто северный ветер выходит.
Прохладно становится. Резко так, блин, погода поменялась. Неожиданно, честное слово. Пока тишина. Никого не видели. Видать, конкретно я профанился сегодня, ребят. Не угадал с местом, куда идти. Сейчас мне 2 километра, блядь, идти вот по такой чаще. Даже и дороги тут уже нету. Где она вообще проходит, блин? Или параллельно дороге иду, что ли? Блуждаю, короче. Голая степь тут. Все заросло. Все, это уже первый и последний раз я сюда забрел. Больше сюда ходить не стану. О, блядь, упадешь нахрен. А вот дорога, наконец-то увидел. Параллельно, оказывается, я шел. Фу, и то хорошо, что там вообще заросло. Короче, вон там просека шла. Я завернул направо, налево от просеки. А дорога и левее, оказывается, была. Вон, пошли. Ну, здесь более-менее. Я думал, еще кошмар. Вон вот такой чаще идти. Фу. Ни одной птицы нет. Ну, вон, айда, вон. Никого. И зимой, когда на Буране езжу, бывает, там встречаю глухариные следы. Место шикарное. Вон слева там лес. Вдоль вырубка обычно они держатся. Не, где-то они в другом месте. Надо много ходить, искать. Хорошо, что дорогу, блин, нашел. Вековая дорога и не мог найти. Фу. Запарился уже, блин. Угу. Но не скажу, что легкая дорога будет. Где-то сыро, где-то сухо. В молодости частенько я тут ходил. Да в основном тут и ходил. Таких мест я не знал, где охотиться. В основном вот по этим дорогам бродил. Знакомился вот с этой тайгой. Мало когда что удавалось забывать, но все равно интересно ходить. Жалко, конечно, что все вырубили, когда гуще лес был. Здесь уже предприниматели, это не лесопункт, а предприниматели после 90-х уже тут вырубали. Последний раз, наверное, лет 10 по этой дороге туда и налево еще делянки я на УАЗике еще даже сюда за дровами приезжал. Ну, вершинки пилил. До хрена этих дров бери не хочу, там лежали. Ну ладно, будем идти дальше, пока идем, никого не видели. Тетерка или косач. Косач летел, он там сидит. Я вижу его. О, все, улетел. Ни хрена такая шуганная она. Птица, вон смотри. И улетел сквозь. Одна штука здесь, вот именно тулан дернулся, там побежал. И взлетела птица. Полкилометра, блядь, до него он уже летит. Ни хрена себе. А чего так? Тулан молодец, услышал.
столетние хлысты, хлыстовый лес лежит. Это не вывезли так. Это лесопунтовские следы еще. Вон там хлысты. Знаете, вот в те года ударный месяц был март. Там что могли там. Вон там сколько древесины лежит. Сколько смогли там спилили на потом резкое потепление и лес оставалось. Ну, дорога разбитая становится. Все тает. И не успевали увозить. Много леса оставалось в те времена. Ну, за это никого не ругал. Вот и все обходилось. Много тайны за этими кустами. Может, там много металла. Там металлокопы вот сейчас находят, которые я в ютубе смотрю. Тоже остатки тех времен до перестройки. Много запчастей оставалось. Металла. Сейчас даже гайку в лесу не оставят предприниматели. За свой счет все дело идет. А тогда за счет государства все делалось. И всем хватало денег. Такая жизнь была. Вот смотрите, крупные большие сосны. Вон такие вот уголки. Ну, это семенники оставляют так небольшими участками. И давайте я расскажу одну историю. Как и говорил, я раньше тут ходил, охотился. Ну, с избы я круг делал с той стороны вот. С избы подниматься, и здесь я проходил в ту сторону. Сегодня я иду наоборот. Ну, короче, вот оттуда я шел, и 2 года подряд с одного и того же места, вот не помню, где это место, но примерно вот так же лес стоит, там крупные сосны. Один раз с елки я стрелял глухаря. Второй случай был с сосны. На сосне сидел глухарь. Короче, сам я иду вот так, все время по сторонам смотрю, и он на вершинке там сидит. Короче, с одного выстрела, нет, обманываю. Сперва я стрелял с чешского патрона. Ой, громко, так, бах, и глухарь сидит и сидит. И с обычного патрона потом, с мелкашки, с обычного. Не помню, как название было. Может, тоже стандарт. Врать не буду, просто я не помню. Выстрелил я глухаря. И, знаете, вот пуля попал. И глухарь как камнем, прям камнем вот так. Как будто вот его заклинило и сразу упал. Подошел, ну, попал и попал. И хочу ответить на ваш вопрос в комментариях. Спрашивали, как я извлекаю дробинки из птицы, из добытой птицы, хоть с боровой, хоть уток. Вот такой вопрос был. Как я извлекаю из туши птицы дробинки? Все очень просто, ребят. Никак. Варишь, и когда ты ешь, попадает дробинка под зуб, или же остается в котелке на дне, или в тарелке. Ты хлебаешь и услышишь такой звон дробинок. Вот. А тот глухарь, короче, вот 100 метров было расстояние, стрелял. Он как камень упал
когда я убирал перья дома, входное отверстие было, а выходное нету. Выхода не было. Думаю, может где-то в кишках застряла пуля. Но также я... Ну, обычно мы из боровой птицы раньше суп в основном варили. Короче, я начал жевать это мясо. Ну, может суп, может второй, не помню. Давно это дело было. Начал жевать мясо и укусил я мясо так жестко. И там оказалось пуля от мелкашки. Чуть зуб не сломал. Вот. Так что вот убойная сила на это и хватило со 100 метров. Почему-то вот даже насквозь не пролетела пуля. Застряла в мясе от мелкашки пуля. И самое удивительное то, что он, птица, он как камнем, вот прям сразу, вот моментально, даже не под ранком куда-то он улетел или еще что. Четко все получилось. Вот. Ну и надеюсь, я ответил на ваш вопрос, как я извлекаю дробинки у птицы. Вот. Ну тут вроде как сосны, начинается сосновый лес. Буду идти дальше тихо. Вот здесь, знаете, вот такой кустарник и все было. И громко там ответил на ваш вопрос. А здесь уже надо тихо, спокойно идти. Внимательно смотреть на верхушки деревьев, где ни хрена, ничего, никого не видно. Вроде и лес хороший, но пусто. Почему так? Почему так происходит? О, смотри. Тут вообще шикарное место, уголок такой. Крупные сосны вдоль вырубки. Но вот, знаете, вот, видать, не нравится вот этот лес, птицы. Кормовая база хреновая. Вот, знаете, вот, он пробует иголки вот от этой сосны. Там, сям, везде кругом он летает, пробует за всю осень. И где-то вот выберет дерево, и там он будет там зимовать. На всю зиму этот участок ему хватит. Они на кормежку выйдут на пару часов и обратно в лунку. Пусто пока. Идем дальше. Тут развилка. В прошлый раз вот показывал, отсюда мы пришли, здесь спустились в сторону избы. Что-то Айда там виляет хвостом. 2 километра, что-то я быстро прошел. Давайте сходим еще в ту сторону, где-то надо чай попить. Уже закинул барбариску. Жажда одолевает. Время есть. Примерно сейчас еще 2 километра так пройду. И налево сверну. Через болото. Через болото пройдем. И там вырубка. Ну еще какая-то надежда есть. И с утра вот тулан от избы недалеко облаивал кого-то. Возможно, кто-то был из птицы и в ту сторону улетел. Здесь, конечно, сыровато место, но так раз начали уже здесь я пройду. А в ту сторону все, шабаш, я больше нет. Там делать нечего. Там все заросло очень сильно. Еще здесь прогуляюсь и обратно в избу пойдем. Обычный перекус. Собаки едят. Я, как всегда, сыр.
Иван. Сыр хочу, да? Ну. Все по-братски, хватит, потом дома будете жрать. Да. Хлеб дал, сыр дал. Кругом сыра, блин. Все надеюсь на что-то, кого-то увидеть. Ни хрена. В этом году второй раз уже по этой дороге прохожу. Но сейчас намного сыре, что ли, вообще сыро. Блин. Вот 2 километра и все время так. Надо обходить. Проваливаешься в это. Ну, как будто по болоту я иду. Реально. Или после дождей этого вода тут стоит. Фу. Блин. Иду и себя ругаю. Зачем я сюда зашел вообще? Было бы ради чего. Но вот в то же время, блин, не пройдешь, потом думать будешь. Давненько так тут не ходил. Вот до этого года. Все. Эту трассу надо забыть. Тяжелая дорога тут. Надо искать другие места для охоты. Ну и вообще тут ничего нету. Сколько уже идем. Хоть бы один взлет где. Хорошо. В сапогах болотных. Вот это сегодня физзарядка у меня. Вон, собаки с ума сходят. Глухарь поднялся вот с правой стороны. У дороги был. Взлетел и он туда куда-то вправо улетел. Тулан за ним побежал, а вон он уже. Далеко он улетел, прям жестко. На земле был. Вряд ли куда он сядет поблизости. За такой большой круг, блин. Первого глухаря увидел. Фу-ху-ху. Маловато. Вот следы. Тулан когда гнался, вон, какие прыжки у него. Как лось. В натуре как лось побежал. Они там что-то ищут. И там ищите, ребят. Он направо, блин. И там елки. Точно туда не сядет. Я не слышал, чтобы он садился куда-то поблизости. Чистая случайность может быть, но не знаю. Здесь старая вырубка, видать. Но примерно метров 300 вот с поворота я так прошел. Присматривался, присматривался ко всем верхушкам деревьев. Там сосны были, но он насквозь улетел. И знаете, вот сколько подъемов в этом году не было. Из-под собаки глухари летят вообще далеко, очень далеко. Несколько километров даже. Считай, никакого шанса нету, чтобы
из-под собаки подстрелить глухаря. 0 шансов. Ну и сейчас еще тем более поздняя осень. Это когда начало осени, еще молодняк, глупый, более-менее, да и еще в это время, как сказать, если из гладкого с оружия, из гладкого вообще нереально что-либо добыть. Вот поэтому и ходим с нарезными, хоть как-то кого-то добыть, но и сами видите, сколько я стреляю за целый день, 0 патронов. Ну, примерно я, думаю, дошел до вырубка, не вырубка, а до просеки. Тут слева просека. Сейчас зайдем туда и будем идти в сторону избы. Каждый метр пройденный сейчас будет укорачивать расстояние до избы. Потому что я сворачиваю на обратно. Тут больше делать нечего. Дальше уже не пойду. Там у меня надежда вот увидеть этого глухаря была, потому что в прошлый раз я здесь его видел, и там еще Кополуху. На Кополуху в этот раз не видели мы, но глухаря все-таки видел. Но заснять не удалось. Просто все мельком произошло. Метров 50 по дорогу он летел, потом свернул. Ну все, вот рябчики. Несколько штук или один. Лок! Лок ты! Здесь еще тоже места, в принципе, ну, знаете, зимняя трасса тут. Зимняя вырубка тут была. И сама вырубка там будет, болото будет. Собаки. Вот ради этого сюда я еще и пришел. Здесь еще в этом году не ходил. Поменял аккумулятор. Вон оттуда идем. Вообще не разгонишься, блин. Не думал, что так тяжело будет идти. Первые дни ходил 2 раза больше, и то не уставал, как сегодня устал. Хотя прилично еще нам идти до избы. Ни одного следа у куницы не видели, вот тоже очень жалко. По первому снегу они активно тоже вот бегают, а он сейчас ходили, такой кружок мы сделали. Ни одного перехода не было. И погода меня вообще пугает. Западный ветер и проясняется. Надо, как домой придем, как в избушку, к речке сходить, глянуть на поведение реки, как там. Если нормально, так завтра еще будет охота. Завтра еще целый день поброжу. Еще один уголок хочется, очень хочется там пройти, посмотреть. Если там ничего нету, все. Сразу скажу, что поход будем заканчивать. Ну тут вырубка. И присмотришься, как будто и не вырублено ничего. А хотя тут вырубали лес. Вон пеньки такие остались там. Очень даже похоже на санрубку как-то. Вроде и леса такого хорошего тут не было. Но вырубали. Там дальше еще одна вырубка будет.
Не знаю, какая скорость у меня ходьбы сейчас. Ой, блин. Все попрятались по первому снегу. Никого нету. Следы никто не хочет делать. Ни птицы, ни звери. Никто. Прям моя дорога попроще идет.